Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet, спонсор спортивных эмоций. Хамзат Чимаев считает Белала лучше, чем Шавката. Илья Топурьян намерен завоевать аж 3 пояса в разных весовых. Всем привет, меня зовут Алена, и это очередной выпуск Наизадай Ньюс. Кстати, помимо новостей, мы, как обычно, узнаем, какие турниры ожидают нас на этих выходных. Все мы знаем, что совсем скоро состоится долгожданный бой за титул полусреднего дивизиона между Белал Мухаммадом и Шавкатом Рахмоновым. И каждый уже сделал свои ставки, оценив шансы на победу обоих файтеров. Кажется, это сделал и Хамзат Чимаев. Недавно он прошел опрос, в котором ему предложили оценить бойцов UFC, как действующих, так и бывших. Примечательно, что если Белала он оценил на 10 из 10, то Намаду поставил 9 из 10 возможных. Если вы согласны или наоборот не согласны с такой оценкой, то пишите в комментах. Нам очень интересно знать ваше мнение. Соперник Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к следующему поединку. Хамза Шираз даже назвал точную дату – 22 февраля. Только вот у болельщиков эта информация вызвала опасения, что Шираз, мягко говоря, хочет сбежать, потому что на февраль запланирован вечер бокса в формате 5 на 5. Точные детали, то есть с кем и где все-таки Хамза подерется, пока не раскрываются. Напомню, что Хамза Шираз является обязательным соперником для Жанибека Алимханова. Срок переговоров между боксерами уже истек аж 23 декабря. Однако WBO пока не объявила промоутерские торги. Сама новость уже вызывает эмоции, а спонсор спортивных эмоций, мы все знаем, 1xBet. 26 октября стартует чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, который пройдет в Пуэбло. В нем примет участие и казахстанская команда. Об этом нам сообщает Olympic.kz. Кстати, Казахстан впервые примет участие в первенстве мира, организатором которого является Международная федерация World Boxing. Взращиваем, так сказать, достойную молодежь. И, кстати, очень надеемся, что после Олимпиады сделаны правильные выводы, которые положительно повлияют на подготовку наших боксеров. Тем более молодежной сборной. Илья Топурьян замахнулся завоевать титулы аж в 3 весовых категориях. На все про все он дает себе 3 года. Сначала, говорит, перейду в легкий вес, завоюю там пояс, а затем поднимусь в полусредний. Не знаю. Что вы об этом думаете? К тому же Топурьян с момента завоевания пояса, а это было в феврале этого года, ни разу его еще не защищал. Это планируется на днях. Мне кажется, Илья просто изголодался по Махачу, поэтому в нем бушуют такие амбиции. А может и нет, кто знает. Поэтому пишите, способен ли Илья Топурьян войти в историю в качестве первого бойца, сумевшего завоевать чемпионские титулы аж в 3 весовых. Тайсон Фьюри и Александр Усик сообщили о реванше. На днях прошла пресс-конференция, на которой боксеры анонсировали матч-реванш, который пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. Думаю, болельщики давно ждали их повторную встречу. Кстати, по наблюдениям тех же болельщиков, Александр слегка сменил имидж, представив в образе персонажа компьютерной игры. Заметно, что боксер отошел от национально-политической тематики. А еще он умилил тем, что попросил Фьюри подписать фото с их первого боя, на что Тайсон с радостью согласился. Громких слов не прозвучало, но каждый из них, естественно, уверен в своей победе. Что ж, с радостью посмотрим. Галыму ТТ Жасланову не удалось нахлестать пощечин на турнире Power Slap 9, который прошел в Абу-Даби. А всему причиной стало то, что ТТ не смог пройти медосмотр. Детали нам пока неизвестны, но мы, как всегда, бдим. А пока давайте узнаем, что можно посмотреть на этой неделе. Анонсами турниров, как всегда, поделится мой Наизадай Бро Диса. Спасибо, моя Наизадай Сис Алена. Что ж, как и обещал, пятница, мы готовы разобрать предстоящие анонсы
Погнали! Ну а пока мы не перешли к анонсам, есть, к сожалению, грустные новости. Во вторник, 22 октября, в Абу-Даби прошел турнир УАЕ Warriors 55, на котором выступили наши два казахстанца. И, к сожалению, оба бойца проиграли. Россиянин Улуби Амиржанов поймал Самира Ахмедова на ниндзя-учок и задушил Самира во втором раунде. Ну а бразилец Родриго Кавальера нокаутировал нашего Еркина Дарменова в первом раунде. Желаем обоим бойцам здоровья и скорейшего возвращения в клетку. Да, надеюсь, наши бойцы быстро восстановятся и впереди будут только победы и положительные эмоции. А спонсор наших спортивных эмоций — 1xBet. А уже в ночь на 27 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 308. В главном событии турнира Илья Топурия проведет первую защиту пояса в полулегком весе. Его соперником станет обладатель пояса BMF, бывший чемпион Макс Холлоуэй. Топурия попросил фанатов не моргать, потому что первые 10 секунд боя станут самыми захватывающими в истории ММА. А вы верите ему? И вообще, что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях свои мысли. В соглавном событии вечера пройдет возвращение Хамзата Чимаева. Да, долго мы его ждали. Его соперником станет третий номер среднего веса Роберт Уитакер. А Борс в данный момент находится на 13-й строчке рейтинга. Напомним, что последний бой Хамзат провел в октябре прошлого года. Тогда он победил Камару Усмана. Да и вообще в карде полно крутых имен. Магомед Анкалаев против Александра Ракича, Лерон Мерфи против Дэна Иги, Шара Буллет против Армена Петросяна, Джефф Нил, Рафаэль Десанис, Махтабек Аралбай и много других именитых бойцов сразятся в этот турнир. В воскресенье, 27 октября, в Южной Корее в городе Ванжу пройдет турнир Road FC 70, на котором выступит Кощиен Аканов. Алден Баласы примет участие в гран-при легчайшего веса. Его соперником в четвертьфинале станет южнокореец Ян Джи Йон. На этом у нас все. Спасибо, наши дорогие зрители, что с нами. Спасибо 1xBet за эмоции. Мы ждем горячих выходных, а после обязательно разберем все, что было. Ну что ж, друзья, до вторника. Спасибо, Диа, за подробный анонс. И спасибо 1xBet за яркие спортивные эмоции. Увидимся во вторник, друзья. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Прекрасных выходных. Всем пока!